Здравствуйте, в эфире «Новости 24», в студии Бекхан Хашигульгов. Коротко о главных событиях к этому часу. В ожидании чуда поиски альпинистки Лейлы Албагачиевой продолжаются. Чтобы объединить талантливых, Джерах сегодня принял участников 6-го молодежного форума «Таргим-2014». Ежегодная спартакиада среди работников налоговой инспекции. Какие показатели у налоговиков в Ингушетии? Ждать, искать и верить. Поиски пропавших в Кабардино-Балкарии альпинистки Лейлы Албагачиевой продолжаются. После того, как погода испортилась, спасательные работы были приостановлены на несколько дней. Но уже вчера вечером они вновь возобновлены. А сегодня разведка горной местности ведется из земли и с воздуха. На ее поиски задействован вертолет и 12 спасателей. Напомню, Лейла Албагачиева совершила 13-е восхождение на Эльбрус в одиночку. Связь с ней была потеряна 17 сентября. Последнее, что нашли спасатели, это спальный мешок альпинистки в группе, которая на высоте 4000 метров над уровнем моря проводит работы, и сотрудники МЧС по Ингушетии. Как они сообщают, погода в горах ясная, и потому максимально увеличен фронт действий. Вот что нам сообщает с места поисков. Поиски продолжаются. У нас 8 человек, группа работает по восточной вершине, седловину восточной вершины. Со вчерашнего дня осталось ночевать на Пятикалецкого, они в нижней части работают. Сейчас вот пролетел вертолет и работаем полностью, уже просматриваем весь слабовый поток, северные склоны Эльбруса. И пока погода позволяет, работаем вертолетом. Надежда всегда должна быть, будем надеяться на лучшее. Сегодня Всемирный день туризма. В Малгобекском доме культуры сегодня прошел круглый стол в рамках фестиваля «Туркино. Свидание с Россией» на тему «Республика Ингушетия и весь Северный Кавказ дорогами туризма». Участники круглого стола – представители Федерального агентства по туризму, Российской международной академии туризма, Центра национального фильма, а также других федеральных и международных туристических организаций. Собравшиеся делились впечатлениями об Ингушетии и предлагали идеи развития туризма в республике. Все согласны с тем, что в Ингушетии необходимо развивать пеший и конный туризм, а также важно внести национальный колорит в реализации всех туристических проектов. И стоит заострить внимание на сервис и обслуживание клиентов. Это очень важная территория, богатая своими ресурсами и природой. Итальянцы заинтересованы в туризме России, в том числе и в Ингушетии. Необходимо развивать экскурсии для европейцев. На мой взгляд, Кавказ – это уникальная мировая жемчужина. И он должен развиваться именно исходя из этой уникальности. Остаться в живых или 10 дней один на один с дикой природой. В кинотеатре «Дружба» в рамках фестиваля «Свидание с Россией» состоялась премьера первой серии документального кино «Горы Лайф». Абсолютно бескомпромиссная борьба с голодом, зноем и холодом делает 25-летнего молодого человека героем нашего времени. По сценарию фильма непрофессиональный путешественник проходит пешком через всю горную Ингушетию, а это более 60 километров с минимальным снаряжением и запасом еды. Среди зрителей наш корреспондент Руслан Албагачиев. Этот фильм о молодом человеке, который в свои 25 лет впервые попадает в горы и пытается самостоятельно выжить в течение 10 дней. 10 дней и ночей Магомед Бадиев, выпускник Рудена, живет под открытым небом, спит на холодной земле. Автор и продюсер «Горы Лайф» Магомед Тачиев задумывался о проекте еще в 2008-м. Долго не знал, как осуществить идею снять документальный фильм. Спустя 6 лет он это сделал. Несколько месяцев работы, и детище Магомеда Тачиева выходит на большой экран. Ожидания были того, что люди увидят возможности того, что в горах Ингушетии можно отдохнуть. Там осталось слишком много неизведанного, неизученного. Были моменты, когда мы хотели сорвать проект, так как наш герой не выдавал нам нужных эмоций. Но благо то, что продолжение после 2-3 дней нам уже начиналось это нравиться, и мы перешли уже в другое русло съемок.
В первой серии главный герой проекта готовится к выживанию в дикой природе. Он приобретает все необходимое в магазине и отправляется в горы. Но только ближе к ночи понимает, что не купил самое главное – ни палатки, ни спального мешка. Магомед находит на камне старый брезент и ложится спать под ним. Услышав, что в кинотеатре «Дружба» состоится премьера фильма о выживании в горах Ингушетии, Ахмед Можухоев пришел посмотреть. Надеется, что проект оправдает его ожидания. Надежды у меня большие. Думаю, что увидим наши горы, башни с несколько другой стороны. И сам проект, он в принципе интересен своей идеей. В зале собралось около полсотни человек, среди них и родители главного героя. Башир Бадиев рассказывает, когда узнал, что его сын хочет сняться в фильме, препятствовать ему не стал, хотя знал, что роль у него нелегкая и даже опасная. Я знал, что это будет трудность, причем немалая, потому что я сам бывал там не раз, но я к этому относился положительно, потому что он должен был испытать эти трудности и самоутвердиться, наверное, перед собой. Это только первая серия показа, всего их 10, дальше только интересней. Герой оказывается в самой бурной реке в горах, остается без еды, его жалят пчелы, за ним гонится волкодав. Кто еще думает, сходить или нет на премьеру, тот может пропустить самое захватывающее путешествие в экстремальную реальность. Руслан Албагачиев, Ильяс Дасхоев. Новости 24. Джаравский район сегодня принял участников 6-го молодежного форума «Таргим-2014». В рамках мероприятия пройдут круглые столы, лекции, экскурсии, мастер-классы и культурно-досуговые мероприятия. Участие в нем примет около 300 человек. Также состоится знакомство участников с передовыми практиками реализации молодежных инициатив. Подробнее Зарема Евлоева. Если на первый Таргим в 2009-м собралось всего 100 участников, то в этом году их более 300. Предмашук стал очень популярным форумом не только среди молодежи Северного Кавказа, но и среди гостей из других субъектов России и стран. Межкультурный диалог выстроен настолько, что гости из Японии, например, обещают через несколько лет общаться с нашей молодежью на ингушском языке. Я думаю, что ингушский язык очень трудный язык. Но мне надо стараться. Дальше выучу ингушский язык. Организаторы привлекли к работе в форуме ведущих экспертов России, а также зарубежья. Именитого шоумена и бизнес-тренера Барри Алибасова-младшего, основателя телеканала РБК Михаила Ермолаева. Они на отдельных секциях поговорят с ребятами о национальной и мировой экономике, о создании проектов, а также о том, как работают СМИ. Ведь сегодня, благодаря интернет-пространству, каждый может доносить информацию до общества. Первая часть это были принципы построения вообще любой речи, да, и как бы это в основном, конечно, с опорой на античную риторику, да, и то, как это развивалось в 20 веке. Вот. Сейчас, наверное, я расскажу про то, как устроены вообще СМИ, как устроены телевизионные новости, кто что делает. А дальше, расскажу, там третий блок будет о том, как создавалась РБК ТВ. В этом году работа форума ориентирована на объединение особой интеллектуальной молодежи разных стран. Это мой первый форум, и мне очень приятно, что именно в Ингушетии проходит такой замечательный форум. Таргим будет проходить 3 дня. Помимо образовательной программы участников ждут экскурсии и концерты. Зарема Евлоева, Резван Аушев, Новости 24. Методы преподавания и качество образования теперь под контролем Института повышения квалификации. По поручению главы республики в каждой школе будут проводиться квалификации учителей. Сотрудники ИПК проводят мастер-классы, в которых показывают усовершенствованную методику обучения детей. Хамхоев Салим расскажет подробнее. Вступление в действие новых образовательных стандартов многие школы не только Ингушетии, но и стране, мягко говоря, оказались не готовы к переходному этапу. Именно с этим связано присутствие в данной школе методистов ИПК. Во вторую школу в Нестеровском приехали методисты Института повышения квалификации. Современные требования преподавания существенно изменились, стали куда более сложнее. Задача методистов – показать учителям новые способы преподавания. Методист Малика Хашатырова рассказала, чего не хватает в изучении иностранного языка. Дети мало говорят и больше пишут, а должно быть наоборот. На уроках иностранного языка дети должны говорить максимально. Поэтому моя задача вот в этом мастер-классе была именно показать и доказать, что дети могут говорить, и что не нужно лениться с ними работать именно в этом направлении. Методистка ингушского языка Мариам Аушева провела обучающий семинар. По ее мнению, передача «Куалам Хаст» на НТРК Ингушетия – хороший пример преподавания родного языка.
Там все объясняют в мельчайших подробностей, говорит она. НТК мы обычно с интернета, мне и Асят Теркакиев подсказала, какая там тема. Мы берем, это и удачный проект, я считаю, и очень удачные работы. Именно по нашим писателям проводятся мероприятия в НТК на ингушском языке. Директор школы Ашат Булгучева считает, работы с преподавателями крайне важны, ведь от их профессионализма во многом зависит образование детей. И целую неделю оказывает нам методическую помощь. Учителя, а также ученики, мы очень, конечно, благодарны. Есть у нас недостатки, над которыми мы работаем. У нас есть время, чтобы их исправить. Повышение квалификации преподавателей продлится до конца месяца. Салим Хамхоев, Джамал Тамасханов, Новости 24. День замечательных людей. Пожалуй, вот так и можно было бы назвать профессиональный праздник этих работников. Сегодня свой день отмечают воспитатели дошкольных образовательных учреждений. Уже не один десяток лет внимательным и заботливым отношением к детям они доказывают, что воспитатель скорее не профессия, а призвание. Фатима Кариева о человеке, который не мыслит себя без детских улыбок и бесконечных «почему». Люди удивительной профессии. Воспитатели детских садов справляются с целой группой детей, тогда как иногда даже родители не могут уследить за единственным чадом. Наталья Ахриева работает в этой сфере уже 40 лет. Для воспитанников детсада «Солнышко» в Молговеке она давно перестала быть просто воспитательницей. Дети называют ее тетей Надеждой. Она хорошая, все рассказывает. Вот я ее слушаю и объясняю то, что она говорит. Надежда Николаевна самая лучшая. Это наша вторая мама в детском садике. У Надежды Ахриевой подготовительная группа. Все дошколята уже умеют читать, писать, знают содержание многих сказок. Все это благодаря тонкому подходу их наставника. В ее профессиональный праздник дети читают стихи и говорят слова благодарности своей второй маме. Чистотой сверкает центр. Наши няни пустокла. Тяжела у них работа. Каждый день нужна забота. Вы не просто воспитатели для деток. Вы и маму заменяете вполне. Им не нужно сладеньких конфеток, если радостно, комфортно на душе. Для детей ведь главная забота. Детский сад для Надежды не просто место работы. Не сказать, что она привыкла. Больше полюбила свое занятие. И, конечно, детей, которые заметно приукрашают ее жизнь, рассказывает Надежда Ахриева. Я поступила на работу в детский сад с 17 лет. Сначала работала помощником воспитателя, потом уже, когда отучилась, стала работать воспитателем. А как получилось, я с детства люблю детей со своих юношеских лет, люблю детей. И без детей, конечно же, я не представляю себя. У меня и своих детей полон дом, и внуков полон дом. Без внимания Надежды в группе не остается ни один ребенок. Достаточно ли быть просто воспитателем? И ограничены ли ее функции? Нет, отвечает знаток, у которой за плечами не один десяток лет опыта. И психолог, и логопед, и воспитатель, и мама, и няня. Все в одном лице. Так что тут не должно быть разграничений. Ты просто должна быть им второй матерью. Любить как своих. Воспитывать как своих родных. Но у меня, собственно, грани такой нет между детьми. Для меня они все одинаковые. Надежда воспитала большую семью, 2 дочерей и 3 сыновей. Дружная семья на фотографии. Рабочий день Надежды начинается с 8, но в 6 не заканчивается. Дома ее с нетерпением дожидаются внуки. Книги, сказки, прогулки и посиделки. После работы у мамы, бабушки и няни Надежды свои домашние воспитанники. Фатима Кариева, Магомед Дидигов, Новости 24. В силе ловкости и быстроте решили посоревноваться несколько десятков сотрудников налоговой службы. В Магасе состоялась ежегодная спартакиада среди работников инспекции. Хорошо подготовившись к спортивному мероприятию, налоговики сдавали нормативы по самым разным видам спортивным дисциплинам. Магомед Измайлов знает, кто стал сильнейшим. Давай, Мага, давай! Сменив костюмы и тесные туфли на спортивную форму и удобные кроссовки, республиканские налоговики вышли на газон Магасовского стадиона, чтобы выяснить, какой из отделов самый спортивный. Состязались в беге, подтягивании на перекладине, а наиболее крепкие опровергали законы Ньютона, используя пудовую гирю. 33, 34, 35. Лучше всех в этом преуспели сотрудники Малгобекской налоговой, с самого начала захватившие командное лидерство. Погода сегодня нам сопутствовала. Нормально побегали,
показали хороший результат. Как говорится, спортивный задор. Выступили отлично. Думаю, первое место. Завершив с одиночными выступлениями, спартакиада подошла к главному спортивному событию дня, а именно волейболу. Для многих соревнующихся это первый выход на волейбольную площадку, но недостаток опыта никак не уменьшил азарта играющих. В этой дисциплине, благодаря напору и сплоченности команды, волгобекчанам вновь удалось стать лучшими. Мы очень рады, что сегодня есть такая возможность встретиться со всеми налоговиками и посоревноваться. Это, конечно, дружеские матчи. Я думаю, что эта традиция будет продолжена. Это уже не первая спартакиада, проводимая сотрудниками налоговой службы. В прошлые годы предпочтение уделяли игровым видам спорта. Теперь с вводом обязательных норм сдачи ГТО стали обращать внимание и на силовые виды. Не так давно введены эти нормы ГТО в разрезе возрастов, но мы как бы взяли самые где-то от 20 до 40, там самые именно наиболее высокие показатели по этим нормам, и мы как бы по этим нормам проходят практически большинство сотрудников проходят эти нормы, то есть сдают эти нормы и показывают неплохие результаты. Все участники спартакиады будут награждены памятными кубками и медалями. Магомед Измайлов, Адам Далаков, Новости 24. Спортивный образ жизни дает о себе знать. Активному участнику многих забегов и ветерану спорта Весенгирею Барханоеву исполнилось 83 года. Свой праздник заслуженный спортсмен отпраздновал не как все. В честь именинника сотрудники Министерства физической культуры и спорта организовали марафон по забегу на дистанцию в 30 километров. Участие в акции принимали все, и даже сам виновник. Репортаж Арины Тичеевой. Он родился в сентябре 1931 года. Глядя на этого бодрого и потянутого человека, и не верится, что сегодня ему 83. Весенгирей Барханоев – первый ингуш, выпускник Алматинского техникума физической культуры. Признается, всю жизнь его привлекал спорт. Свой личный праздник, день рождения, ветеран спорта или просто человек, ведущий здоровый образ жизни, Весенгирей Барханоев отмечает в движении. Здесь нет пышных столов и музыки, зато есть те, кто пришли поддержать и еще раз выразить глубокое уважение человеку, который в свои 83 подает пример молодому поколению и не сидит на месте. В программу соревнований, значит, входят в этом году бегуны. Мои последователи – это бегуны, которым уже за 50 лет. Это Гудиев Беслан и Бариев Муса. Они будут бежать 30 километров. Я лично в этом году сейчас 10 километров побегу я. Ну, в следующем году планирую я 30 километров буду на этом стадионе бежать. В стадионе лицея собрались футбольная команда из школы-гимназии «Марием», баскетбольная команда из средней школы номер 1 Майского, представители Министерства спорта, которые каждый год отмечают день рождения Весенгирея Барханоева, устраивают такие соревнования. И, разумеется, бегуны. Последние пришли поддержать своего старого друга и пробежать марафон длиной 30 километров. Беслану Гудиеву 61, занимается бегом уже 15 лет. Говорит, что это занятие продлевает жизнь. Я и мои товарищи желаем ему огромного счастья и здоровья, чтобы его 90-летие мы справили на Эльбрусе, если Всевышний нам даст. Человек, он исключительный, вот ему 83 года сегодня, вчера было, мне 83 года. В его возрасте мы знаем, что люди еле-еле передвигаются. Руслан Барахоев, ученик 10 класса, сегодня играет здесь в баскетбол. Узнав о том, что ветеран спорта пробежит дистанцию в 10 километров, шутя признался: я бы так не смог. Мне очень приятно, что он ингуш, бегает, занимается, следит за своим здоровьем, в своей форме. И я очень горжусь, что он есть в нашей Ингушетии. Он дает мне очень большой пример быть таким спортсменом, как он. А участникам мероприятия подготовили кубки и дипломы. Ну а имениннику и его друзьям по бегу приготовили денежные подарки. Спорт сегодня объединил два поколения, и это еще раз доказывает, что у здорового образа жизни нет ограничений. Рина Цичоева, Муса Хамхоев, Новости 24. На этом у меня все. В 21:00 смотрите итоговый выпуск новостей. До свидания.